Здравствуйте, это мобильные новости на Якутия-24. Меня зовут Ольга Лысак, и сегодня я расскажу вам о событиях этой недели, которые не остались без внимания пользователей социальных сетей. Сегодня в программе «Смелый медвежонок». Филипп стал кумиром молодежи. Аланхо теперь принадлежит Японии. Дети в Эвено-Бытантайском улусе освободили Еврашку. И как прошел первомайский парад в городах республики. Итак, начинаем. Спортсмен из Финляндии сделал татуировку на якутском языке. На этом необычном снимке изображен финский спортсмен Юха Веса. Как оказалось, Юха занимается масс-рестлингом, перетягиванием палки. Он настолько полюбил национальный вид спорта из Якутии, что сделал татуировку на спине в виде рук, тянущих палку. Также сделал надпись на якутском языке, что в переводе означает «никогда не сдавайся». Не собирается сдаваться и в Африке. Пишут, что популярный вид спорта добрался и до второго по площади материка. Якутская бегунья Сардана Трофимова рассказала в Инстаграм о победе на чемпионате России по марафону в Волгограде. Бег у меня получился в этом году рискованный. Тренер меня уже поругала за это. Спасло меня только то, что я выиграла забег. Если бы, не дай бог, проиграла, прилетела бы в Якутск без головы, добавила спортсменка. А вот уже другой спортсмен делится все в том же Инстаграме своим успехом. Двукратный чемпион Олимпийских игр по греко-римской борьбе Роман Власов в третий раз стал чемпионом Европы. Болельщиков он поблагодарил за поддержку и сказал, что это придало ему сил в решающий момент. И пообещал, что все самое интересное ждет впереди. Успешным стало выступление и легендарного российского бойца смешанного стиля Федора Емельяненко против американца Фрэнка Мира. Они вышли в клетку, чтобы оспорить право участвовать в полуфинале Гран-при Беллатор в тяжелом весе. Уже в первом раунде Федор Емельяненко отправил соперника в нокаут. Россиянину понадобилось всего 48 секунд. В полуфинале Емельяненко встретится с Чейлом Соненом. А это видео никак не относится к спорту, правда, лишь только названием. В майские праздники на улице участились случаи появления уличных каратистов. К примеру, одного нашли в Сайсарах. А в Нерюнгри неизвестный мужчина ни с того ни с сего начал колотить молотком припаркованную машину. В Якутске молодым людям чем-то не приглянулся новый мост через озеро Талая. Имея претензии к проектировщику моста, они начали его ломать. Стоит отметить, что этот участок давно не нравится местным жителям. В одно время именно здесь был сбит памятник карасю. Его много раз крепили обратно, но вандалы все равно срывали ненавистную рыбину. Тем временем уличные псы не дают покоя жителям 17-го квартала Якутска. Как сообщают горожане, собаки бегают стаями, больше 10 штук. Рядом дети на площадках играют. Все это происходит по улице Якутской. Жильцы домов вопрошают, куда им обращаться в таких случаях. Звонить нужно в ЕДДС и оставлять заявку. За бездомными собаками в скором времени обязательно приедут. Смотрите, сколько собак и дети. Это ужас. А те, кому надоело ждать помощи коммунальных служб, приходится самостоятельно давать отпор. Правда, потом разодоренный мужчина, по сути, занимался избиением пса. Собака уже не нападает, а он продолжает ее пинать. Что за жестокость, пишут в комментариях. А в Мархе борются не только собаками, но и бездействием управляющих компаний. Это фото сделано на Якова Петерса. УК «Арктикстрой» не проследила, и теперь детская площадка вся залита фекалиями. В Момском районе бесстрашный водитель большегруза пробирается через наледь.
Тем временем пассажиры судна на воздушной подушке сняли на видео провалившийся УАЗ «Хантер» на переправе Якутск-Нижний Бестях и рядом стоящего водителя. Лучше не рисковать, советуют пользователи, ведь все переправы Якутии закрылись еще на прошлой неделе. А следующее наше видео о водителе и его Subaru. Непроходимый участок дороги, который думалось проехать просто невозможно, дается четырехвидовому танку легко. Как же в Алдане без пляжа, смеются жители улицы Алданской. Ехать на моря не надо, воды столько, что не спасут даже резиновые сапоги. Алдан уже в шутку называют маленькой Венецией. Огромные лужи повсюду, спастись от них в ближайшее время не удастся. Кто это у нас тут самый умный? Водитель «Лексуса» нагло едет за машиной скорой помощи с включенной сиреной. В комментариях предположили, что, возможно, скорая увезла родственника, и он следует за ней. Другие ответили, что это не причина создавать аварийную ситуацию. Одна машина подцепила несколько. В Якутске на улице Федора Попова, по словам очевидцев, девочка решила прокатиться на автомобиле вокруг двора, пока родители находятся на даче. Так, К-297, КВ-14. Мою задел. Оторвал номер, увидится. Бампер. А это перевертыш в Мирном. Водитель трезв, обошлось без жертв и пострадавших. Оказалось, что педаль газа прижалась ковриком, который сполз на нее. При торможении авто пошло в занос. Водитель уходил от столкновения со встречными автомобилями. Наши подписчики прислали видео двух бурых медведей вблизи Ленска на трассе Ленск-Мирный. А на другом участке дороги детеныш попался более смелый, яростно защищавший свою маму. Дети в Вено-Бытантайском улусе спасли еврашку из капкана. На прощание сделали снимок с ним на реке. Фото получилось невероятным. Спасенный суслик из благодарности решил попозировать для кадра. Удобно устроился и пес в автомобиле города Якутска. Пользователи пишут: «О, я их видела, такие милахи, постоянно так ездят с ветерком». Другие поспешили предупредить, что за такую езду могут и оштрафовать. Пока одни наслаждаются жизнью, другие ее спасают. Служебная собака Рига помогла полицейским найти заблудившегося в лесу ребенка. 6-летняя девочка в 8 часов утра вышла во двор погулять со своей собакой и не вернулась. В составе разыскной группы находился инспектор-кинолог Гаврил Семенов с напарником, немецкой овчаркой Ригой. Примерно через 3,5 часа девочка была обнаружена. Четвероногий друг за хорошую службу получил кость с колбасой. А вот маламут по кличке Рута, о которой мы не раз уже рассказывали, сейчас ждет, когда ей купят четырехколесную коляску. В ближайшие полгода, пока идет формирование конечностей, оставшихся после ампутации, Рута будет ходить на улицу на этой коляске. После этого будет решаться вопрос с протезами на передние лапки. Поддерживать заднюю часть туловища будет коляска. Хозяйка собаки породы Сибаину по имени Аманда показала, как ее питомец реагирует на обращение к нему. Протяжный рев пса умилил ее подписчиков, а вслед за ними сотни тысяч пользователей Twitter. В коротком видео, которое девушка опубликовала, пес кусал новую игрушку. «Тебе нравится твоя новая игрушка?» – спросила хозяйка. В ответ собака издала победный рев. Do you like your new toy? All right. Всего видео собрало свыше 300 тысяч положительных отметок и более 120 тысяч ретвитов. «Смирная лошадь», — говорили они, «самая послушная», — говорили они. Резвый конь за считанные секунды сбросил не понравившегося ей наездника. Да, а ее коноват мужика.
встретили Первомай в Бичинче Ленского района, а одной из самых красочных колонн на первомайской демонстрации в Ленске назвали колонну Комитета физической культуры и спорта. Комитет физической культуры и спорту развивает 17 видов спорта. Легкая атлетика, лыжный бег, баскетбол, атлетика, автогонь, фигурное катание. По итогам Борисов Григорий Григорьевич, Густав Юрий Александрович. А таким был первомайский парад в Алдане. В нем традиционно приняли участие трудовые коллективы алмазодобывающей и нефтегазовой промышленности, бюджетных и общественных организаций, молодежных и творческих объединений. Тем временем в Якутске названы лучшие первомайские колонны трудовых коллективов. Отметим, в этом году на первомайскую демонстрацию в Якутске вышли 62 тысячи трудящихся. По главной улице столицы прошли сотни трудовых коллективов. По оценке специальной комиссии конкурса, в этом году в номинации «За сильные профсоюзы» победил коллектив аэропорта Якутск. В номинации «За содержательность» победителем назван коллектив предприятия «Жилкомсервис». В номинации «За оригинальность» победителем стал коллектив филиала Почты России. Не отставал и Мирнинский парад. На площади Ленина собрались труженики тыла, школьники, студенты Мирнинского регионального технического колледжа, представители районной и городской администрации, компании «Алроса», руководители бюджетных учреждений и многие другие. Около 5000 нерюнгринцев приняли участие в праздничном шествии и митинге на центральной площади Нерюнгри. Как и в столице республики, здесь выбирали лучшее оформление первомайской колонны. А вот в другом месте Первомай отменили. 1 мая Тикси выглядел именно так. Из-за ветра были отменены праздничный парад и другие увеселительные мероприятия. Журнал National Geographic Traveler назвал Аланхо японским эпосом. В апрельском номере издания посоветовали включить в программу путешествия ознакомление с некоторыми шедеврами нематериального наследия ЮНЕСКО. В нем всего 9 элементов, куда вошел и якутский эпос Аланхо. К сожалению, произошла досадная ошибка, и якутский эпос назвали японским, при этом правильно указав страну Россию. В Россию доставили главный трофей предстоящего чемпионата мира по футболу – Кубок ФИФА. Специальным рейсом его привезли из Токио во Владивосток. Сопровождают символ Мундиаля послы международного соревнования и чемпион мира по футболу Жилберто Силва. Путешествует кубок под усиленной охраной, ведь это 6 килограммов чистого золота. Королева Великобритании и Елизавета II во вторник впервые увидела своего новорожденного правнука, принца кембриджского Луи Артура Чарльза. Луи Артур Чарльз появился на свет 23 апреля, став 6-м правнуком королевы. Он занял 5-е место в очереди престола наследия после своего дедушки, принца Уэльского Чарльза, папы и брата с сестрой. Младенец автоматически сместил на одну позицию всех претендентов на престол. Филипп Киркоров шокировал поклонников новым клипом «Цвет настроения синий». Опубликованное 27 апреля видео уже посмотрели 15 миллионов раз. Но есть и те, кому этот клип пришелся не по душе. Так житель Тюмени Антон Тихонов написал петицию на имя президента России и министра культуры, в которой просит лишить Киркорова почетного звания «Народный артист» за пропаганду распущенности. В связи с резким потеплением людям показалось, что пора уже открывать купальный сезон. Далеко ходить не стали, благо рядом есть пляж на 202-м микрорайоне Якутска. К премьере супергеройского фильма «Мстители» в Якутске начали появляться свои супергерои. Так замечены были «Железный человек» и «Щит Капитана Америки». Скоро все «Мстители» будут в сборе. Это были мобильные новости, которые вы делаете сами. Если вы стали очевидцем интересного события и являетесь автором популярного ролика, присылайте нам свои материалы на телефон горячей линии. Номер указан на экране. Либо на электронный адрес nvknews@mail.ru. Также мы есть во всех популярных социальных сетях. Ждем ваших сообщений. Отмечайте нас по хэштегу Якутия24 и моб новости Як24. Ну а я прощаюсь с вами до следующей недели.